Добрый вечер, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Якутия всегда была форпостом нашей великой страны. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Несмотря на все трудности, республика является одним из лидеров нашей страны в вопросах как раз развития интернета. Входим в аппаратно-студийную НВК «Саха». Здесь главный режиссер Мария Константинова. Они ведут прямой эфир, мы не будем мешать. Наши редакторы перезвонят вам. Будьте готовы выйти на прямую связь с главой республики. Я буду давать информацию ведущим о том, сколько звонков к нам поступило в студию во время эфира и какие вопросы больше всего волнуют жителей республики. Чаще всего звучат вопросы, касающиеся темы капитального ремонта, а также строительства дорог. Недавно на YouTube-канале посмотрели, как вы работаете один день, как у вас проходит рабочий день, а с кем вы обычно обедаете. Ну, обедаю я один, и, к сожалению, очень быстро, да. Зачастую мои собеседники – это мои документы. Помимо нашей команды еще работают из администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. Люди, которые задали вопрос, они, конечно, хотят услышать ответ, но при этом мы понимаем, что во время эфира Айсен Сергеевич просто физически не успеет. Поэтому делается следующее. Создаются облака, секретариаты смотрят свои подведомственные вопросы, связывают с министром, и министр на свой вопрос дает максимально полный ответ. На прямой связи со студией находятся члены правительства. Прошу прощения, что так поздно я вам звоню. Меня зовут Михаил Петрович Сивцев, министр образования и науки республики. Да, я вас видел сейчас по телевизору. Мы ваш запрос записали, мы свяжемся с управляющей компанией. Завтра наши специалисты с вами свяжутся. Здесь здоровый образ жизни, ну и бегаю на дорожке беговой. Каждый день по полчаса. По оплате перевозки сена тоже вопрос стоял. Завоз сена порядка 40 километров и выше мы планируем субсидировать. Всего по моим курируемым направлениям поступило 26 вопросов. В основном эти вопросы касались образования, качества интернет-связи. Задают вопросы, например, по пенсиям и пособиям. Сразу они были перенаправлены и отвечены. Очень много было вопросов, естественно, по койкам. Уже мы достигли на уровне районов уровня, который позволяет нам там лечить. К каждому вопросу все равно нужно подходить, изучать этот вопрос и ответить. И главное, чтобы оно было правдивым и исполнимым. В ходе прямого эфира главы республики Айсена Сергеевича Николаева поступил вопрос от жительницы села Тока по строительству школы. Процессы запущены, работа начата, муниципалитет отвел земельный участок. Мечтайте и не бойтесь своих мечтаний и пытайтесь эти мечты реализовывать. Вот это самое главное. Это, наверное, не только для 16 лет, это и для более старшего возраста тоже очень. Максимально живое было общение. Очень понравилось. Кто смотрел эфир, мальчик позвонил. Я живу в Черском. Когда вы еще приедете к нам в гости в Черске? Я считаю, что такие эфиры, они чем полезны? Они показывают, как может взаимодействовать человек с первым лицом республики. Это очень показательные вещи. Дети звонят, то есть какие-то. И фактически он, когда написал, этот мальчик, наши забили, позвонил на прямую линию, естественно, глава увидел, и они связались с этой семьей. То есть, такой момент был очень такой интересный, приятный. Как появится возможность, с удовольствием к вам приеду, ждите в гости. Я Саенко Вероника, юный корреспондент школы номер 24 города Удачный. Вспомнил твой голос. Республика очень быстро развивается, появляются новые отрасли. На какую специальность надо готовиться, чтобы быть более востребованным?
любая профессия, вот любой труд на самом деле очень ценен. Главное, чтобы у человека было к нему призвание, чтобы человек хотел этим заниматься и умел этим заниматься. Можно, пожалуйста, с вами сфотографироваться? Давай. Сейчас соцсети, они дают такую шикарную возможность общения. У Айсена Сергеевича блог, да, есть, он ведет свою страницу фактически во всех ведущих социальных сетях. WhatsApp это вообще было... Вот в WhatsApp было очень много вопросов, я выписывал. Я 1200 говорю в чистоте. Те вопросы, на которые нужно было давать ответы. Но это не все вопросы, которые поступили. То есть очень много было вопросов. Здоровья вам, Айсен Сергеевич, ну каких-то вот таких очень добрых пожеланий. Девушки высылают цветочки какие-то, знаете, ну очень много было таких картинок, роликов. А вы помните? Я очень надеюсь, что завтра смогу до Бескюля добраться, сам посмотрю ход восстановления. Просто вот эти прямые эфиры, чем хорошо, это как маркеры. Маркеры настроения населения. Это вот для меня, допустим, я отрабатываю эти вопросы, мне вот как чиновнику, как, наверное, человеку команды Айсена Сергеевича очень было даже вот эмоционально приятно вот это все читать. Вот действительно он пришел в очень тяжелое время. Я помню, когда его назначали тот день, когда был ураган, помните, снесло крыши, и все говорят, ой, это знак. Да, это знак, что этот человек придет, и, наверное, ему выпадет действительно очень большие проблемы, огромные. Денег нет, пандемия, пожары. Ведь вот сейчас говорят про пожары, да, а вы не делали. Извините, на какие деньги? Что вы оставили человеку, который пришел на это место? Вот Айсен Сергеевич уходил с мэрии, мы знали, что там прописан каждый шаг чиновника. За каждый шаг можно поймать этого чиновника и сказать, а ты это сделал, вот. То есть люди не умеют работать с документами. У Айсена Сергеевича в этом плане, конечно, очень хорошо. Вообще просто замечательно. Все ступени он прошел. Поэтому опытный глава, он действительно владеет всей ситуацией в республике. И считаю, что нам, как говорится, вместе с ним работать и работать. Вот таким образом у нас организован прямой эфир главы, где трудятся профессионалы